Ровно 80 лет назад, 1 сентября 1943 года, перед домом правительства, где ныне расположен Верховный Хурал, на войну проводили 206 тувинских добровольцев, в том числе 10 девушек-санитарок, а провожать их пришли более 2000 жителей республики. Более 200 молодых людей исполнят роли тувинских добровольцев, а провожающих сыграют потомки, а также все желающие. Тех, кто хочет принять участие в реконструкции проводов, призывают быть в одежде 40-х годов или же в однотонной ретро-стиля. В этом году мы отмечаем 80-летие отправки тувинских добровольцев в Великую Отечественную войну. Тува тогда, как мы знаем, первая отозвалась и предложила свою помощь Советскому Союзу. Это такое знаковое мероприятие. Если есть желание, можно найти костюм, одеться костюм добровольца-солдата. Это имеется в виду 40-х годов. Далее есть возможность принять участие в качестве провожающих и с собой принести, допустим, тогда провожали и выдавали сухпайки, своим родным, и цветы, вручали цветы. В год 80-летия отправки на фронт первых тувинских добровольцев это уже вторая масштабная историческая реконструкция. Художественным воспроизведением проводов тувинских добровольцев руководит режиссер Сайдаш Магуш, сценарист Виктория Хомушко. Стоит отметить, что желающих пойти на фронт было 1000. Из этих 1000 был очень строгий отбор. Отобрали 206 добровольцев. Замполитом был Байсклан, выступал Ойдупа, выступала пионерка города Козыла Тамара Булатова. То есть вот эти все речи я как сценарист примерно, пользуясь языком тех лет, я сделала, используя такие короткие тезисные выдержки, которые тогда были опубликованы в газете «Тувинская правда». Тока Салчак Албахарыкович был, но он в этот день не выступал, так как он выступил накануне в Зеленом театре. То есть мы вот эти все события изучили по архивным документам, сейчас попытаемся воспроизвести. Подвиг тувинских добровольцев забывать нельзя. Тува оказала Советскому Союзу самую посильную помощь. Для нужд фронта из республики отправлялись не только продукты питания, теплая одежда, но и был перечислен весь золотой запас государства. На войну добровольно уходили молодые парни и девушки. Отрадно, что в реконструкции участие принимают и сами потомки. Мой дедушка Сад Бурзакей Сурасоглу. В те годы он сам добровольно ушел на войну. Мы очень гордимся им. Наш дедушка очень сильный духом человек, как и моя бабушка. Тогда она была беременной 4-м ребенком. Всегда помнить о подвиге наших предков в Великой Отечественной войне и цене, которую они заплатили за эту победу, долг каждого. Мы обязаны передать историю сегодняшнему поколению, считает Нона Чадамба. Тот факт, что спустя 80 лет проводят реконструкцию исторических проводов, это очень важно и нужно. Люди должны знать историю своего народа, особенно дети. Как узнала о реконструкции, я сразу же пришла для участия. Наши земляки приняли участие во многих ключевых операциях завершающего этапа войны. Порядка 20 воинов-тувинцев были удостоены ордена славы. Общая сумма материальной помощи тувинского народа фронту составила свыше 66 миллионов рублей. Историческая реконструкция проводов на фронт тувинских добровольцев состоится 1 сентября в 9 утра перед зданием Верховного Хурала. Айраса Буямагуш, Самдан Иргит, телеканал Тува 24.